Дружко, каравай крає, дружко, каравай крає. Кузя, милашкичко, тушка лелёгашкиса, туган вациру. Фольклорный коллектив «Гербер» образовался 25 лет тому назад. В прошлом году отметили юбилей. Бабушки, которые сначала ходили, им уже по 86, по 87 лет. Они ветераны коллектива. Но все равно по большим праздникам мы их приглашаем, а кто не может, прямо едем к ним, привозим в клуб. Вот в мае к нам приезжали из Финляндии, они тоже были главными героями. Мы от них учимся, они никогда не отказывают. У них всегда открыто сердце людям, чтобы передать это достояние, творчество наше, песни, обряды молодому поколению. Это уже третье поколение у меня занимаются бабушки. Мы стараемся, чтобы вот эти песни сохранить. Наши прабабушки, бабушки пели эти песни. Они пели, когда ездили на луга. Также везде пели. Удмуртский народ очень любит петь. В прошлом году юбилей был у нас 25 лет. Сначала ходила, потом перестала, а потом позвали работать в клуб. И вот опять начала петь, как работник клуба уже. Я уже давно хожу, мне уже пора в отставку. Вот. Я уже давно. Годов, да? Настоящая юбилярша. Давно. Не знаю уж сколько лет. Мы все старинные. Да. Современные мы не поем. Все старинные поем. Вот. У нас ветераны были, они уже не ходят с нами. От них нас перешло это все песни. Они пели старинные песни. От матерей так нам перешло все. Матери пели. Ижижнуные зарни бугоре, чагыр бурдо бубыли, юрулат чашка валёз. Тушум подышко, нунок мы вордышки, Я была снохой. У нас родился ребенок. Вот мы крестины делаем. Это моя свекровка. Я очень обрадовалась, что родилась внучка. И делаем крестины. Всех гости зовем, своих близких позвали вот, на крестины. Урочи шормедазиты, а он ноке. Так крестить делала, что-то говорила, чтобы не сглазили. Плюнула немножко, чтобы не сглазили. Да, вот так крест поставила, чтобы чужие не сглазили. Анай, этим кунос еще раник вор. А, ну кто? Ой, ярам.
Питание. Тебе Ванды, шашлык тишка да тоже май. Обряд крестины. Бабушка, вот это уже свекровка, со своей снохой готовятся справлять крестину. Приходят родственники и сразу начинают петь. Они приносят все подарки для новорожденного, также подарок дарится матери ребенка, ну и бабушке. Затем поется песня, это специальная песня, что мы собрались сегодня на крестины, чтобы, если это мальчик, чтобы он здоровым был, в армию был годен, а для девочки поется, чтобы она замуж вышла, красавицей, здоровой была, и также благодарят гостей. Да, подарки дарят ребенку. И мне дали подарок, как матери. Так дают у нас тоже. Это так обычай такой. Обычай такой. Я водиться буду с ней, так мне тоже дают подарок. Это крестная мать. Мы говорим, вы будете крестной матерью. А я говорю, очень хорошо, давно тебя намечали делать крестную матерью. Вы хорошая, добрая. Чтобы она на тебя похожа была. Чтобы она на вас была похожа, я так говорю. Кто как хочет. Своих родственников иногда так выбирали. Своих близких. Но раньше вроде выбирали, кто хорошо работает, да? Но все равно посторонних вроде бы не выбирали своих. Не выбирали, но своих больше, да. только выбирали. Крестная мать, это значит, как родная же мать. Она должна участвовать в ее жизни, помогать ей во всем. И чтобы эта родившаяся девочка приходила к ней, чтобы она ее любила, крестную мать, как свою родную же мать. Вот у нас такое заведено. И когда она замуж выходит, крестная мать опять тут ценится. Например, выросла она, замуж вышла. В первую очередь приглашают крестную мать на свадьбу и за стол садят в первую очередь. Во время обряда я очень обрадовалась, что мне дали роль крестной матери. Как будто я очень давно ждала этого. И не было у меня еще крестницы ни одной. Вот этому я обрадовалась. Такое доверие, значит. Это доверие всей деревни, уже считай, всей родни. На самом деле, да, много крестников у меня приглашают, вот так вот говорят, что ты будешь крестной, так никогда не отказываешься. Это крестная мать, значит, меня, значит, уважают. Раз говорят, что ты будешь крестной матерью. Синемоне дирачки, на боле
Затем начинается веселье, пир за здоровье, за девочку или за мальчика, да. Танцуют, поют. Вот обязательно кашу варят на крестинах. Это первое блюдо, что вот все пробуют кашу, чтобы она была умницей. На праздники одевали красивые нарядные фартуки. Раньше все вышивали. Вышивали раньше шерстяными нитками, а сейчас магазинными вышивают. А платье шьется половина вот другой материал, а сверху опять другой материал. Зачем-то так заведено было, мы не знаем, чтобы это пожилые так носили, и мы повторяемся. На голове налобники. Налобники, чтобы волосы не торчали из-под платков. Женщины были раньше такие, заплетали косы, и чтобы волосы не торчали везде, закрывали лоб. А тут носили манисты. Монетные манисты, они очень тяжелые, но носили по праздникам, только по большим праздникам. На ногах лапти, в лаптях все ходили. Лапти, носки шерстяные, еще вязаные же гольфы тут, чулки шерстяные шерсти вязали. Ну, раньше вообще-то вязали только до колен, тут еще завязками ходили. Я еще сама так ходила. А сейчас уже такое не делается, конечно, дело не носится. Сейчас жизнь другая. Удмуртский наряд считается. Создаем сами, шьем сами, собираем, кто где что находит. У некоторых удмуртов платья полностью из одного материала, а у нас вот такие. Все нашли, все домотканое, вот юбка тоже домотканая, еще давнишняя, еще бабушкины, прабабушкины. Вот все собирали по частям, вот можно сказать. Ой, туштавиня, щемною емли. Ой, туштавинь, щемною емли. Мещие саю лыса. Последняя песня, это уже тоже говорится этой песне. Большое спасибо, что вы нас пригласили в гости. Благодарят, чтобы всегда стол был у вас с хлебом, с солью. В конце, когда я уходила, я еще маленько нашептала, у нас заговор есть у удмуртов, чтобы она не болела, чтобы росла большая, чтобы с людьми разговаривала, была внимательная, к пожилым. Меня чтоб любила, крестную мать. Бертем гине берады салам вералы. Бертем гине берады салам вералы. Ой,
кайну нишван мы тоже мой арчизо анай. Ой, тоже мой артиш, un потичко и марлыта. Не дижас гимнонокма. После ухода гостей, вот бабушка и хозяева, бабушка, свекровка там, благодарят Бога, что крестины прошли удачно. Ну, хорошо прошли крестины, говорю я. Спасибо Богу, сказала я. Крестины хорошо прошли. Чтобы выросла здоровой наша малышка. Конечно. Так, дома все время. У меня так 3 делаем. дочки, всем делали крестины. Да, всем делаем мы крестины. У кого рождаются маленькие. Да. Почти так же. С этого ведь это мы делаем. Так же проходит все. Вот так же даем. Также, да, Крестную мать за столом. выбираем. Мальчику делаем крестного и Отца и мать. отца и мать делаем. Мальчику это. А девочке только крестную. Да, мальчику, наверное, так положено. Крестного тоже делать. А сейчас делают уже у нас двоих тоже, и крестного отца, и крестную мать тоже. По современному. Угу. А раньше не так было. Только крестного отца делали, мальчика. Хорошо, конечно. Не надо забывать традицию. Возрождать надо. Ага. А то молодежь все забудет. И так забывают уже. Так и внукам также делали мы. Угу. Крестины делаем и внукам. Вудурна чашка, эй, келоса, эй, вашка, салмон, вудуре. Лепуна чашка, эй, келоса, эй, буки, салмон, садовин. Лепуна чашка, эй, келосал, эй, буки, салмон, садовин. Песня называется «Урам куями вашкишком». Мы спускаемся вдоль улицы, и когда доходим до дома любимого друга, тяжело вздыхаем. Когда я была молодая, у меня тоже и в соседней деревне, и в этой были... я была тоже красивая, и были любимые, и меня любили. Но, в общем, эта песня про любовь, про молодость. Эту песню можно петь тоже в любое время года, но в основном это песня, когда раньше ведь вечером молодежь собиралась, по улицам гуляли с гармошкой. Вот это уличная песня. Бабушки, они вообще, интересно с ними.
Их приглашаешь на занятия, занятие заканчивается, они не торопятся домой. Как будто дубль 2 начинается, второе занятие, но уже свое. Например, один день они начинают рассказывать о старинных нарядах, в чем ходили. Следующий день фотографии принесли. Вот вместе рассматриваем эти старинные фотографии. Они забывают про болезни свои. Вместе проводят свободное время. Иногда выходим на природу. Ездим в Ижевск, в цирк ездили. Стараемся, чтобы полноценный досуг был у них тоже в деревне. Не только работали, но и могли отдохнуть от всего. Молоденькая девчоночка не знала никого. Молоденькая девчоночка не знала никого. Исполнилось 17. Ой, я давно хожу. В одно время не ходила, потом опять начала. Петь люблю, плясать люблю, вот и хожу. Дома сидеть неинтересно пожилым бабушкам. Соберемся вместе, что только не рассказываем, что только не говорим. И песни поем, и пляшем, и про свое горе рассказываем. И анекдоты тут же рассказываем, чтобы помаленьку посмеяться. Очень весело живем, если собираемся вместе без коллеги. А я, дура, поверила его пустым словам. Моя дура поверила его пустым. Да, не знаю, неохота дома сидеть. Что там дома делать по вечерам? Нравится, зато хожу. Любить не надо бы влюбляться, не надо бы любить. Молоденькую девчоночку не надо бы губить. Молоденькую девчоночку не Ой, деревня Синярбодья. Раньше колхозом-миллионером было, но сейчас в данный момент у нас нету. Колхоза не стало. Вот и в основном народ ходит работать в Кизнер, воинскую, на завод по уничтожению химоружья. В основном ездят. Да, старая, вот мы выходцы из деревни Старая Бодья, старейшина, вот поселились. Уже никто не знает, мы, например, не знаем, в каком году даже Синярбодья образовалась. Есть 3 улицы: Нижняя, Средняя, Новая. Русские еще песни мы поем, потому что у нас в 3 километрах от Синярбодьи была деревня Синярка, она была чисто русской, а колхоз был один. Они вместе работали, дружили. 2 деревни, удмуртские и русские, вот, учились, и в деревне русские семьи были, но они все равно и по-удмуртски понимали, пели на русском языке тоже, и мы эти песни тоже стараемся сохранить. Ой, да ты, калинушка, Все от ветеранов, от наших бабушек записываем, учим, которым уже по 87 лет. От них учимся все. Они пели эти песни, а до них говорили нам они, что их маму пели, пряли, пели, в поле тоже работали, пели. 3 раза вот доярки доить ходили, на дойку тоже ехали с песней. Обратно также. Да не спущай
Фольклор – это достояние нации. Это надо передавать из поколения в поколение. Фольклор – это обряды, традиции, народные песни, которые передаются из поколения в поколение. Отпусти меня.